Технічні невеликі проблеми. Добрий вечір усім. Я просто не бачу монітору і попрошу моїх колег підключити його. Ось зараз бачу. Дякую. І ви мене все бачите, я надіюся. Дорогі наші глядачі телеканалу ОТР, де б ви нас не дивилися, у тимчасово окупованому Криму, в інших частинах України або за кордоном. Я вас усіх вітаю, дякую за підтримку. І сьогодні у нас буде, напевно, найнеочікуваніший гість на кримському телеканалі, якого ви точно не чекали тут побачити, але це станеться. І станеться це через те, що я дуже поважаю цю людину, хоча ніколи його не бачив, але з дитинства чув. І всі ви чули, ну, принаймні ті, кому приблизно як мені, або трохи старше, трохи молодше, і не трохи. Тому що я дуже радий, що сьогодні з нами на прямому етері з Каліфорнії, де зараз 7 ранку, і це подвиг музиканта, я вважаю, з нами на прямому зв'язку один з найкрутіших гітаристів сучасності, якого, в принципі, всі знають, але зараз ми нагадаємо це ім'я, це Валерій Гаїна. Салям алейкум. Приветствую. Привіт. Ось ви чуєте голос Валерія, ось це 80-ті роки, фотографії, обкладинки дисків з Валерієм. В головній ролі він був фронтменом, гітарою цих гуртів. В основному це був гурт «Круїз», загальновідомий в Радянському Союзі. Наприкінці його існування, скажімо так, 80-ті роки. Валерій, я дуже дякую, що ти дозволив перейти з тобою на «ти». І дуже дякую, що ти знайшов час. Конечно. І для мене це велика честь. Тим більше я у твоєму обличчі, і ми всі маємо справу не лише з геніальним музикантом. Я того слова не боюсь, бо багато слухав і знаю реакції людей на твою творчість, а ще й з людиною, яка залишилася собою, на відміну від багатьох. Я перейду на трофейну мову зараз, просто через те, щоб Валерію було зручніше, і людям, які будуть дивитися це інтерв'ю в різних країнах. А рідну мову Валерія, румунську, я не знаю. Ось тому будемо трофейною користатися. От. І що хочу сказати, залез я в Википедию, Валер, и там написано, что ты российский музыкант. Это знаешь, как в том анекдоте. Мальчик, ты будешь, значит, в школе ты будешь жиденком, потом жидом, потом еще кем-нибудь, нацменом каким-нибудь там, да, сионистом, а потом станешь великим русским ученым, если будешь хорошо учиться, да. Если будешь мальчик, если будешь румынский мальчик из Молдавии, я правильно сказал, это румын этническое происхождение? Да, абсолютно. Да, абсолютно. Если ты румынский мальчик будешь хорошо играть на гитаре, то будешь великим русским музыкантом. Русским, да, абсолютно. Кстати, верно, знаешь, да. я могу попросить сделать тебе Википедию украинскую, ну, потому что ты очень проукраинский и никакого отношения к России давно уже не имеешь ни к СССР, ни к России. Но вот эта несправедливость должна быть исправлена. Вот. Но, а теперь Ты знаешь, давно это значит где-то приблизительно уже с 90-го года. Ну да. Можно было понять, как я уехал сюда, в Америку, и, в общем-то, уже все. Тогда еще Советский Союз был, да. Ну да. Ну, знаешь что, давай тогда начнем сначала. Люди сейчас начали тебя вспоминать, сейчас пойдут гуглить, смотреть, потом послушают музыку и то, что ты тогда исполнял. Сейчас тогда это был просто, но тогда, чтобы все понимали, кто сейчас, значит, при памяти, тогда был культ тяжелого рока, хард-рока, хэви-метал рока. А хэви-метал и хард-рок — это прежде всего хорошие гитары. Вот. Это гитарная музыка в первую очередь. И вот эти именно те люди, которых можно считать настоящими рок-н-ролльщиками. Не вот эти побрякушки, 3 аккорда, значит, шансон под видом рока, мурлыканье вот это, значит, поднос себе или там трясение кудрявыми головами, а именно такой настоящий гитарный саунд, настоящий гитарный звук, чем Валерий всю жизнь занимается, да? Вот. Да. Расскажи, как ты стал советской легендой рока? И что с этой легендой произошло дальше, что ты в 90-м году переехал в Соединенные Штаты? Ты знаешь, буквально я сам никак этого не мог понять, как это могло случиться, что вдруг ни с того ни с сего, один прекрасный день, это произошло так быстро, моментально на глазах. Я вспоминаю, когда мы записали свой первый альбом «Круиза», мы его готовили
ну, уже какой-то в период еще мы назывались группой вокально-инструментальным ансамблем «Молодые голоса». И в этот период мы уже готовили новые песни. Я сильно так работал над тем, чтобы просто как бы переключить нашу группу чуть-чуть на другой музыкальный жанр и на другой стиль. И вообще в целом просто заниматься своим творчеством. Это была моя мечта всей моей жизни. С самого начала, как я взял в руки гитару. А мне было тогда 13 лет, когда я взял гитару в руки, переключился с аккордеона на гитару. И, в общем-то, для меня было однозначно, что я хотел просто сочинять музыку. Я почему-то уже буквально таким мальчиком, молодым, слушая Битлз, Led Zeppelin, Джимми Хендрикса и каких-то вот таких музыкантов, я мечтал играть вот Это было такого в рода, советской такого... Молдавии еще, да? Правильно? Да, все верно, да. Поскольку у нас, ты знаешь, доносилась вся эта музыка западная очень легко до нас, потому что мы жили на границе, и там радио, куда ты не... Вот на коротких волнах, ты же Да, это, вспомнишь, знаешь, это мне рассказывали во Львове, и вот в тех местах в Эстонии, где была близкая граница, как они слушали польское там радио, там слушали финское, Абсолютно. а вы румынское слушали, правильно я понимаю? Абсолютно, да. И мы слушали румынское, смотрели румынское телевидение, и очень часто даже... Я видел Битлз, когда мне было 12 лет. Чтобы ты понимал, что это я же, просто боже мой, увидел еще их. никто не слышал Битлз, Понимаешь? мне кажется. Да, Тут. все верно. Все верно. Поэтому да. И вот в 80-м году мы начали сочинять, так, усиленно работать над своей собственной музыкой. Появились первые наши песни «Послушай человека», там «Красота», «Музыка Невы», «Крутится волчок». И вот эти все первые наши песни. И мы начали играть на концертах, будучи молодыми голосами. Я тебе не могу передать, что творилось во всех этих городах. То есть мы приезжали обычно тогда, знаешь, играли по 2-3 дня в каком-то ДК культуры, как вокально-инструментальный ансамбль «Молодые голоса». На второй день все продано, кассы разбомбили, просто из-за того, что мы играли блок из 5 песен вот такого стиля, просто которые отличались от всего, что вокально-инструментальные ансамбли делали. И это просто сносились кассы в филармониях. Никто не понимал, что случилось, что вчера было, что вдруг сегодня на них такой спрос. Понимаешь? То есть реакция была моментальная на то, что мы делали. Не прошло и полгода, как ты знаешь, мы разлетелись по всей стране, и мы уже не работаем больше в Дворце культуры, мы работаем уже в Дворце спорта. Понимаешь? И вот это буквально полгода мы ничего не поняли. То есть с нами ничего не случилось такого другого с точки зрения, вдруг мы почувствовали, что мы страшные суперзвезды. Мы просто этого не осознавали. Просто вдруг мы выходим уже в Дворце спорта и начинаем играть уже приблизительно, даже так тебе скажу. Первый концерт наш был как группа «Круиз» в 1981 году, пока наше официально имя наше поменялось на «Круиз». В общем, мы играли его в Харькове, чтобы это было, можно было понять, Харьков, а не Москва или не Питер. И мы играли неделю по 2, на уикендах по 3 концерта, чтобы ты понимал, чтобы вот так. И все наши поездки последующие уже были строились вот так вокруг. Просто приезжали. Если, скажем, это был какой-то Питер или миллионный город, то мы минимум 10-12, 2 недели сидели на одной площадке и играли по 2 концерта в день. Но вы стали миллионерами стали, Валер? Ну, чтобы ты понимал, 7,50 за концерт мы получали, поэтому мы играли такое количество, потому что, слава богу, публика к нам ходила. А зарабатывать можно было только на основе того, что ты играешь множество концертов. Мы играли по 100 концертов в месяц, к примеру. Чтобы ты понимал. Нет, вот если ты нынешнему музыканту скажешь про 100 концертов в месяц, он, наверное, подумает, что ты сумасшедший просто. Ну, какой-то Это вообще. абсолютно верно. Ты знаешь, когда мы впервые приехали на Запад, и кому-то я мог такое сказать, они не верят, что можно было сыграть. Допустим, я насчитал так, что свыше 5000 концертов мы наиграли с периода группы «Круиз» за 10 лет. Кому я это не говорил, они все были в шоке. Они просто никак не могли поверить. И это огромный опыт, прежде всего, я считаю. И мало того, я исколесил, наверное, ту страну больше, чем кто-либо на свете. Я не знаю. Ну, я не утверждаю, конечно, что мы единственная группа это сделали в Советском Союзе. Но
в какой-то мере мы, наверное, больше, чем все другие, потому что мы все-таки были одними из тех, которые как бы проделали эту дорогу, открыли двери вот на другую музыку, и вот это началась движуха. Вдруг мы замечали, мы часто брали с собой каких-то других групп, просто чтобы они открывали перед нами там, и смотрим уже через год, эта же самая группа, они уже переключались на другую музыку. То есть мы настолько имели такое влияние на музыкантов, которые нас видели, вот, приезжая в города, ну, в общем, выступая в каком-то городе, вдруг там уже появляются группы, которые потом мне писали там многие, там, кто письмами, кто сообщали, что у нас тоже теперь уже появляются такие группы, как «Круиз» или еще какие-то. Вот, в общем-то, это было вот так происходило, и это было очень интересно, но мы-то, на самом деле, если вернуться к твоему вопросу, что мы на самом деле не сознавали этого, мы не понимали, то есть мы каким-то образом чувствовали себя теми же самыми парнями, которые просто хотели играть музыку, хотели развиваться как музыканты. Для нас это была самая большая цель вот, в жизни. И когда мы просто понимали, что она, в принципе, в этом смысле она реализовывается. То есть, если нельзя было сказать сразу, что она реализовалась, то мы постепенно ее, как бы, эту мечту реализовали. Валер, а почему ты поехал в Америку на пике своей славы? От своей аудитории, Ты знаешь, как бы... Мы, смотри, в 1987 году получилось так, что мы подписали, ну, одна из немногих групп бывшего Советского Союза, которые подписали договор с немецкой фирмой WIA. Это, в принципе, американская фирма, но это Warner Electro Atlantic. И мы подписали контракт с ними, и мы уехали, в принципе, в Германию. Я 2,5 года до приезда в Америку, я еще прожил в Германии. И проездили Европу. Это уже было, в общем, с 87 по 90 год. В 90-м году я вернулся в Москву. Но мы за это время, пока мы были в Германии, мы, конечно, возвращались тогда еще в Союз, чтобы просто какие-то концерты сыграть. Где-то куда-то съездили, сыграли в Москве на каких-то более крупных фестивалях, типа «Монстры рока» тогда были. Тогда был период, как раз, как ты и сказал, что это расцвет металла и хард-рока. И, конечно, это гитарная музыка. И то, что я любил, то, к чему я шел. Вот 10 лет круиза мы, в принципе, если можно сказать, что мы начинали с таких песен, как «Крутится волчок», то, в принципе, мы заканчивали самый-самый-самый heavy в городе. К примеру, были такие песни у нас. «Рок навсегда» были песни, понимаешь? То есть уже тематика, подход. Мы уже боролись в конце нашего, так сказать, в конце последние годы группы «Круиз» за то, чтобы металл и хард-рок воспринимался в стране такой же музыкой, чтобы она стала... вдруг появилась на наше телевидение. То есть мы хотели, чтобы пробить, чтобы мы стояли как бы за металл и за хард-рок. Вот, я так скажу, вы стояли за металл и хард-рок, а в принципе вы стояли за нормальную, абсолютно общемировую музыку, потому что тогда это был пик вообще мировой музыки, и вообще говоря, вот музыкант из хард-рок или метал-группы может играть в любой группе, а вот музыкант из группы «Машина времени» далеко не факт, например, да, или из группы «Аквариум». Абсолютно верно. Да. Абсолютно верно, потому что класс исполнителя. Ну, это понятно. Потому что класс исполнителя. Говори, да, говори. Говори ты. Я хотел лишь добавить к тому, что ты сказал, что, в принципе, уровень исполнителя для такой музыки, как хард-рок или металл, вообще требовался совершенно иной. И я, в принципе, видел себя, свое развитие дальнейшее только через гитару. То есть, и, в принципе, гитара для меня был моим вот тем инструментом, который подсказывал мне все, что кто я есть такой, и чем я хочу заниматься, и что я хочу играть. То есть мои занятия непосредственно с этим инструментом привели меня вот к этой музыке. То есть они меня открыли дверь, потому что я уже почувствовал, что я что-то в этом смысле могу. Потому что я первые годы группы «Круиз», мне в каком-то смысле было стыдно за себя, потому что мне казалось, что я музыкант еще никакой, а мы такие популярные. Как же так, что я, ездя по стране, я видел такое огромное количество музыкантов, которые просто играли нигде, а они уже существовали. Я встречал очень многих интересных музыкантов в своей жизни и восхищался тем, что вау, думал, вау, такие люди существуют.
и существовали в нашем Советском Союзе. Но, в принципе, в результате ты никогда их не увидишь ни на сцене, нигде. И вдруг мы, какие-то ребята, там, которые в большинстве своем приехали из Молдавии, мы перебрались впервые в Сургут, потом поехали в филармонию и начали с Дальнего Востока. Я вспоминаю свою первую поездку, как 11 месяцев возвращаясь в Москву. Это была вот такая поездка, чтобы ты понимал. 11 месяцев без приезда домой, без ничего. Ты просто в поездах и в гостиницах, и на БАМ. И БАМ мы проехали, ну, просто начиная с Благовещенска, потому что мы работали от Благовещенской филармонии как группа «Магистраль», вокально-инструментальный ансамбль «Магистраль». Ну, просто я расскажу людям, как эта система работала. Это была система, ну, продразверстки такой. То есть музыканты, как обычные работники, там, чего бы то ни было, их отправляли. Кто-то шпалы клал там, а кто-то должен был им играть. Да, это был госзаказ, и это не было свободное творчество людей, просто вы вкладывали в это творчество. А может было просто любую фигню играть там, и от филармонии сойдет. Прикрепляли к филармонии как к ГУЛАГу, как к помещику прикрепляли, да. Вот. Но я, знаешь, хочу, ну, может быть, начать уже перейти к более актуальному. Все, в принципе, с тобой ясно. Антисоветский румын. Вот. Значит, как с человеком, с музыкантом все давно ясно. Вот. И все-таки, смотри, все-таки, как так получилось? Ты же потом уехал, потом возвращался в 2000-х годах. И даже пару альбомов вы записали тут, значит, уже в Российской Федерации при Путине. Потом опять уехал, да? И ты мог сравнивать, и ты видишь, что сейчас. Ну, уже не лично, но видишь по реакциям людей, по твоим коллегам бывшим, там, по разным вещам. Значит, все-таки не крутится волчок-то уже. А может, он перекрутился в другую сторону. Ой, И рок оказался не навсегда, тот, который вы хотели. Я сейчас, знаешь, просто хочу для вот затравки этой части темы, чтобы мы вместе посмотрели ролик, в котором есть данные, карточки на всех русских музыкантов, на так званый русский рок. Ну, не всех, конечно, но более или менее известных. Кого-то ты узнаешь. Можешь комментировать по ходу, если знакомых увидишь, или потом. Вот, то есть звук останется на видео, да. Просто все люди посмотрят, во что превратился вот этот русский рок. Там. Вот, пожалуйста, Кортнев. Ну, Билык, это вы знаете, кто. Да, Земфира, да. Бутусов, да. Романов повесил свой сюртук. Да, все верно. Алиса. Угу. Ну, это вообще террористка. Летов, гуру такой был. В курсе. Этот товарищ, да. Это из нашего эшелона, так называемого, Кипелов. Ну, вот такая доска позора, да, людей, которые представляли себя какими-то гуру. Знаешь, правда, честно сказать тебе, я никогда не верил. Я просто видел, как они играют в основном. Играли они халтурно. И я уже до шнура дошло, да уже дальше можно и не показывать, в принципе, бог с ними. Вот, уже до мышей. Это Гаркуша, которого я знал, и концерт организовал в 92-м году в Тамбове, когда не был там группа «Аукцион». Да, даже он скурвился, хотя такой вроде неформал, панк и так далее, да. И вот вопрос, почему этот рок оказался не просто не навсегда, а навсегда растворился. Остался ты один практически, и никого вообще нет. Что произошло с ними, со всеми, и с этой страной, так называемой? Ты знаешь, причем это произошло очень резко. Точно так же, как вдруг мы стали популярными, как я только что говорил о том, что как наша появилась популярность. Вот в 90-м году, вот уже, или в 91-м какой-то появился «Ласковый май». И вот у страны съехала крыша точно так же, как вот в свое время, когда еще был Советский Союз, скажем, начало 80-х, когда начинался вот это рок-движение. Понимаешь, то есть так же быстро вот все вдруг изменилось в один прекрасный день. И смотришь, уже рокеры никому не нужны. Вот ты наверняка помнишь это прекрасное время, как к 95-му году уже фактически все музыканты потеряли работу, то есть которые играли рок-музыку, там, скажем, даже та же самая Ария в тот период, там, «Черный кофе» какие-то. Они были суперзвездами, работали в дворце спорта, и вдруг в один прекрасный день – пам! Вот так случилось. Точно так же, как этот успех этого жанра музыкального был настолько огромен, настолько он и быстро растворился. Почему? Потому что страна, мне показалось, что она поняла, что это не ее культура.
И она поняла так быстро. Ей хватило несколько лет буквально вот такой более-менее, скажем, стремящейся страны к какой-то демократии, к какой-то свободе. Я вспоминаю эти слова, когда тогда они звучали. Везде со всех сторон люди об этом говорили, и говорили свободно, никогда ничего не боясь, выражались. И даже видел вещи, которые, в принципе, как-то были непристойные с какой-то точки зрения, видя на сцене такие вещи, понимаешь? То есть я вспоминаю то, что, допустим, в Америке это было бы невозможно, или нужно им было иметь какие-то определенные, там просто, как тебе сказать, разрешения на какие-то такое поведение, как коррозия металла запускала просто голых женщин на сцену, к примеру, понимаешь? То есть это трудно было бы увидеть, просто так пойти на концерт на какой-то, и вдруг это увидеть американскую группу вот такую, вот, что они все выходят голые, к примеру. Ну, ладно, это не главное. Главное о том, что происходило с музыкой. А с музыкой происходило так, что народ быстро все вкусил, все понял. То есть это уже все в магазине начинает что-то там появляться. Вдруг у нас есть своя собственная культура, вот она. Она выражалась больше в музыке, как «Ласковый май». То есть просто, понимаешь, то есть и много такого плана группы. Вот. Поэтому мне кажется, что это была трагедия этой страны, потому что когда они не ощущали такой свободы, когда они не могли говорить об этом, когда надо было за что-то еще... То есть все... Единственное, что было, мне кажется, если можно так сказать, интересное с точки зрения того, что происходило в Советском Союзе, потому что, в принципе, мне казалось, и в большей степени так оно и было, потому что люди всегда выражали свою нелюбовь к Советскому Союзу, к стране. Вот просто я это вот чувствовал, несмотря на... А позже уже с годами просто мы видим наоборот. Сейчас мы вспоминаем Советский Союз как что-то прекрасное. То есть это, ты понимаешь, вот этот парадокс вообще всего. Как это у людей могло так произойти, что мы никогда не доверяли. Я никогда не жил с тем, чтобы я мог поверить в то, что Советский Союз нас заставлял делать. Нас, во-первых, заставляли исполнять песни советских композиторов. Это была своего рода мафия, которая тебя просто... Вот вокально-инструментальные ансамбли должны были существовать для того, чтобы они исполняли их песни. И никак не наши, не свои собственные. Поэтому такие группы, как мы и боролись за эту музыку, понимаешь? То есть в Советском Союзе люди не верили советскому строю, не верили ничему тому, что происходило. А в России, то есть представь себе, чтобы мы говорили о том, что Брежнев такой классный, как про Путина. Да не было такого. Я хочу уточнить. Вот, знаешь, мой друг, украинский мыслитель и художник, и письменник, писатель Лесь Подеревянский, у него есть закон, его закон Подеревянского, что эстетика превыше бытия. Ну, то есть, когда начинает, то есть оно перед бытием, впереди бытия, она тянет за собой бытие. И вот когда начинается «Ласковый май», когда начинаются вот эти всякие псевдотрели, вот эта бескусица, когда настоящая качественная музыка отторгается организмом, а давайте нам наши вот эти опять частушки, только на новый лад, значит, три палка, одна струна там и так далее, да, вот, и деградирует все, деградирует общество. Вот ты говоришь, что ты объездил весь советский, всю империю объездил, от Балтии там до крайнего севера, востока и так далее. Вот мы имеем сейчас обломки той страшной империи в виде еще двух более страшных, на мой взгляд, фашистских уже кусков. Это конкретно Россия и Беларусь, да? Белоруссия. Да. Видим свободную Балтию, видим свободную Украину, видим свободную твою родину, наконец, вот, Молдову. Угу. Да, видим Грузию, которая там очень сложные дела переживает, там Армению, там Азербайджан, там не буду уже там страны Азии Центральной, но никто из этих стран так не агрессивен, как вот именно вот это российско-белорусский конгломерат, ну, по сути, Россия, которая просто белорусов съела, как манную кашу проглотила, да? Вот ты замечал абсолютно по публике, вот в чем твоя аналитика, вот ты же тоже анализируешь не только музыку, что там произошло, в какой момент это ломалось, и в какой момент, вот ты был второй раз, когда приезжал уже в Российскую Федерацию, ты чувствовал уже этот фашизм, ты ожидал вот этого 14 года, 22 года, вот после того Грузии и так далее, вот про это твое видение человека, который уезжал, приезжал и был тут суперстар, самым великим рок-музыкантом, был в конце СССР. И потом стал никем здесь, просто не нужен. Все, забыли. Да.
Я тебе, если можно, начну даже чуть-чуть глубже, даже не в тот Как период, когда я угодно, уже да. вернулся в Россию, это был 2006, но я, в принципе, начну тебе с того, что я, во-первых, когда родился в Молдавии, я, в принципе, разговаривал, тогда назывался молдавский язык, понимаешь, сейчас это румынский язык, слава богу, что соответствует реальности этого языка, и уже внедрили латиница, то есть вместо кириллицы. Поэтому более-менее язык в Молдове возвращается к тому, каким он был. Но я просто вспоминаю, когда я учился в школе, у нас была русская школа и молдавская школа в тот период на одной территории фактически. И вот русская школа все время постоянно прибегали к нам, и нас называли те, кто учились в молдавской школе, царани. Царани – это крестьяне. То есть, чтобы ты понимал, то есть это уже тогда начиналось, существовало такое понимание, что если ты, поскольку учишься в молдавской школе, все, ты уже, понимаешь, ниже уровня, ниже класса, ниже. Это было в Советском Союзе. Это было и в Украине, это было и в Украине, это было и во всех вообще республиках, где нормальные люди учат своих детей в русских школах. А неудачники, лузеры, колхозники, вот эти вот селяне, селюки, они, значит, идут вот на смешных языках разговаривать, включая древнеримский, молдавский. Так называемый. Абсолютно. То есть вот это все существовало тогда для меня, и в моем сознании уже сформировалось определенное, понимаешь, понимание этого отношения. То есть мне там 10 лет, 9 лет, я не знаю сколько, я уже понимал, мне кто-то подходит, все время говорит «царани, царани, царани». Понимаешь? То есть это было настолько неприятно, и с годами ты взрослеешь, и ты отдаешь себе отчет, что вот это так принято, вот так тебя считает, вот сразу ниже уровня. Далее, в 2006 году ты уже сказал о том, что я вернулся в Россию. Меня очень долго приглашали. Валера, приезжай, сейчас такой период, сейчас, когда эта музыка может тут просто опять просто как-то быть успешным и так далее. И это долго я готовился, даже записал альбом, с которым я приехал. Приехав туда, я сразу увидел то, о чем ты говоришь, эти все изменения, эту картину, которая просто, в принципе, то, что мне в детстве не нравилось, и то, что я уже понимал в своем сознании, что происходит, я уже увидел это совершенно на других уровнях. Я в 2006 году, увидев буквально несколько, вот просто что-то, телевидение российское начал смотреть, какие-то каналы, ездишь поездки просто, и ты, хочешь не хочешь, смотришь эти же самые телевизионные каналы. И я был в ужасе от того, что я видел. 2006 год, чтобы ты понимал, это далеко, даже еще не 2014, даже не близко. Уже сентимент вот этот присутствовал. Вся вот эта злоба, вся эта агрессия, она уже существовала, витала в воздухе, понимаешь? И я уже заметил, я предполагал, что здесь что-то будет происходить, что-то очень нехорошее. Дела идут просто в обратную сторону. Уже слышал разговор о том, Советский Союз, какой крутой был, как все было тогда хорошо, ностальгия по всем фильмам. Вот тогда делались фильмы, сейчас фильмы нехорошие, тогда фильмы были классные. Понимаешь? То есть вдруг ни с того, ни с сего все вот такая началась, вот это как зараза какая-то просто, понимаешь? То есть пустили вот эту пропаганду, включили, то есть ее, и все. И вот страна начала постепенно скатываться вот сюда. Я тебе скажу дальше. Я прожил там, как я не проживал, я возвращался все время туда-сюда ездил. То есть 2 раза в год я приезжал, просто ездил поездки. Это уже совершенно другая страна была, совершенно другие ощущения у меня от нее. И в целом с самого начала, с самого первого приезда очень негативные ощущения мои от того, что я вижу, то, что происходит, и мне это не нравилось. Значит, в 2017 году, это уже 14-й уже произошло, случилось, я честно тебе признаюсь, что я был совершенно не удивлен, когда вот это произошло с Крымом. И после этого Донбасс и все остальное. Я совершенно был не удивлен этому. Так же, как я не удивлен совершенно в началу войны, полномасштабной войны в 22 году. А совершенно не удивлен ни одному из этого, потому что я видел это, я чувствовал это. Вот эту чернуху, ты чувствовал, Валер?
Валера, а ты чувствовал это по зрителям, по общению с людьми там в гостиницах или где-то, или и в том числе по общению с коллегами, которые были тоже вот этот русский рок? Я, кстати, тебя от русского рока отделяю, я никогда не называл бы тебя русским роком. Вот это у них своя там вот эта мурлыкающая тусовка. Спасибо. Да, но я правда понимаю, я очень плохой меломан, но какие-то концептуальные вещи я всегда различал. Потому что вы рок, а русский рок, это знаешь, как это, не знаю, с чем сравнить. Это уже не рок какой-то, да? Вот. Ты же знаешь, что есть еще второе название русского рока, это самое говнорок. Говнорок, да. И это какой-то продукт разложения, короче говоря, музыки. Вот. Что про коллег скажешь? С кем ты играл в круизе? Круиз, самые популярные мегагруппы, там, да и другие тоже. Да, вот кто-то остался у тебя там, с кем ты, кто хоть тебя понимает? Или знаешь, это уже... мало людей. Никто не особо... В общем-то, из всех моих старых друзей, вот, допустим, я бывал в поездках совместных там с некоторыми группами, так же, как «Черный кофе». В то время вроде бы как бы с ними, будучи в поездке, ты нормально общаешься. Будучи какой-то вот просто какие-то, знаешь, вот мы ездим, они ездят, все время чувствовалась вот эта конкуренция. Вдруг она стала такой большой. Я вспоминаю, что вот в те старые времена мы, наоборот, пытались присоединить к нам как можно больше групп, которые играют в нашем же самом стиле, и просто как бы способствовать им появлению в свет. Ну, паровозом быть для с нами на сцене. Других. Да. А я, вернувшись в страну, я почувствовал первое, что типа, гаине что-то от нас будет нужно. Американец же, проклятый пиндос приехал, наши ресурсы воровать. Да. И знаешь еще что? Как сказать, а вот эта русская зависть, да, не она ли стала одной из, звериной абсолютно, кровожадная зависть, ненависть, да, вот с расизмом, с этим. Нет, не она стала причиной того, что самая уродливая часть СССР, это как раз вот они и оказались, да. Все остальные лучше, хуже, идеальные или плохие, но никто не такие, как они. Вот зависть, насколько это вообще такая черта национальная их? Ты знаешь, для меня это всегда исходило из отношения России ко всем своим бывшим, ближайшим и бывшим республикам Советского Союза. Понимаешь? То есть их агрессия вот к этим всем регионам вокруг. То есть они всех надо было... Если взять Молдову, то же самое, уже в 91-м или в 90-м произошло когда-то Приднестровье. Просто да. вот, ну, оно сразу же и произошло. То есть страна еще не успела даже побыть немного свободной, и раз откусили Приднестровье. Понимаешь? То есть это и на что был настроен? На то, чтобы просто, в принципе, все эти страны жили в говне. Задача России была сделать так, чтобы им было просто хреново. Типа, чтобы они все к нам рвались. Но они не рвутся к вам, потому что от вас исходит просто один голос, который просто, ой, какие они все мерзкие тут вокруг. Просто все такие, все стремятся куда-то в другую сторону, не к нам, не хотят. Типа, вроде бы как... Им Россия не нравится. Так не нравится, просто есть на это какие-то... Откуда-то ноги-то растут, если не нравится этим людям конкретно. Во-первых, Советский Союз это была такая, знаешь, как тебе сказать, химическая каша, которую создали, понимаешь? Вот сделали химию какую-то, там просто все присоединили и сказали, вот живите. Вот, но при этом мы были цыране и все остальные, понимаешь? То есть это было вот так, Советский Союз. Рано или поздно это должно было случиться, что будет вот так, вот как оно и происходило вот сейчас. Ну смотри, того, вот эти русские рокеры, вот эти, они же зеркало своей аудитории, да, в той или иной степени. Есть такие, которые, допустим, как Армен Гаспарян, группа, там, или Армен, кажется, группа «Крематорий», которая в студенческой молодости послушала. Да, «Крематорий». И я понимал, что это не музыка, это песни под гитару, но окей, там под гитару с девчатами там заходило все это дело, да. Вот у меня сейчас такая ситуация, я еще умею играть свои 3 аккорда на гитаре, но я не могу дотянуться до украинских исполнителей, до моих друзей, там, типа, знаешь, там, Андрея Хловнюка, там, Ивана Лыньо, там, інших там людей, да, я не можу их, как бы сказать, зіпсовувати их музыку своим выконанием, даже там для друзей. А все, что я умел играть, вот все, что я умел играть, там единственное, что приличное, более-менее осталось, что-то из Акуджавы. И все, и зеро. Они все на Крыме поломались, все поломались на Груто. То есть нет никого. Вот это я как просто человек, который хоть какую-то музыку пытался что-то там исполнять для друзей. Я просто молчу, ничего больше. Вот. А у тебя что с этими людьми? Вот,
Что же они же могли... Или они просто поняли, что они только для внутреннего использования презерватива. То есть там они не проканают как профессионалы, они халтурщики. Поэтому решили, раз халтура тут продается, я тут и буду халтуру продавать государству, там, заказные концерты какие-то, и как-то доживу, да. И даже такие люди талантливые, как вот Романов из «Воскресенья», да, и так далее. И они все поплыли, уплыли, в общем, в один унитаз. Вот что такое это вообще? Ты знаешь, ну, это просто, во-первых, этим всем людям пришлось очень тяжело в определенные периоды. Вот почти всем. Ну, были определенные имена, которые просто имели успех. Так, скажем, тот же самый Кипелов. Возьмем его в качестве примера. «Я свободен». Почему? Да. Да, я свободен, понимаешь? Где же я, песня «Я свободен», где она там и закончилась, там, где родилась. И в принципе, не ту свободу он подразумевал под этим всем. Ну, в любом случае, то есть суть сводится к тому, что это, в принципе, в этом они видели свое дальнейшее реальное существование. Они занимались, и не просто этим заниматься, а наконец-то заработать. Понимаешь, реально заработать. Вот они должны были перекинуться, ну, то есть они даже, ты знаешь, им не приходилось этого делать, потому что в них это существовало, они были такими людьми. И их это устраивает, им это нравится. Они, вот этот самый Советский Союз, вдруг ни с того, ни с сего, несмотря на то, что они его обсирали, они просто в конце концов решили, что в принципе это было здорово. Ну, а потом... так сменилось. То есть эта пропаганда, эта машина, которую запустили, их самих туда затянуло. Понимаешь, они вдруг начали уже стали такими людьми. Валер, они не сопротивлялись, давай скажем честно. Они в эту воронку плыли, загребали себе корм какой-то. Потом там сложилась такая система, в которой принимали участие даже нынешние типа антивоенные деятели Макаревича, Гребенщикова, которые были членами там каких-то совещаний с Медведевым, с этим убийцей, там, с Путиным и так далее. Они входили в какие-то советы по культуре, раздавали какие-то умные интервью там, и так далее. То есть полировали вот этот слой сверху, да, своим вот этим гуровским своим вот этим имиджем, да, вот, но масса же людей, ну, во-первых, они, наверное, очень любили бабло, действительно, и тут Сурков пришел, который это все кучу окучил, который сказал, я вас буду кормить, поить, не переживайте за гонорары, Газпром заплатит, это заплатит, там корпоративы Газпрома, потом, значит, 14-й год, концерты в Крыму, а ты поедешь в Крым? Да. Сурков так смотрел на них, и они такие, да, конечно. Но таким, как Макаревич, разрешили не ехать в Крым, но им запретили говорить об Украине. И Макаревич сюда приезжал вот все эти годы, он уже про Украину ничего не говорил. И даже пытался привезти сюда барабанщика своего, который подписал за оккупацию Крыма и за войну с Украиной письмо со словами «Украинцы, научитесь выдыхать», то есть прощать вот этих людей, которые разрушили наши жизни и так далее. То есть они крышевали до последнего, вот до февраля 22 года крышевали все это дело, да? Но сурковщина сработала. Да. Даже Земфира вот эта, типа такая, знаешь, вольно отпущенная такая, значит, все равно она в Крым не поехала, но у нее ранг выше, чем у Арбенина, у этих ночных снайперов. Те просто садитесь в вагон, девочки. А она сказала, я напишу песню «Крым» лирическую, где не будет ни про любовь, ни про войну, уже 18-й год, уже оккупация, там, репрессии, все. И я туда не поеду, окей, ты можешь не ехать, с тебя хватит песни. И вот они всех расставили по полочкам. И все так или иначе воевали либо для прославления этого рейха, либо для его прикрытия и нормализации. Но если Макаревич с Медведевым и с Путиным, то, значит, в принципе, дела идут не так уж и плохо. Вот в чем роль этой ляцкой, извините, культурной интеллигенции. Ну да. Знаешь, это стопудово, что все начиналось с бабла, и там и заканчивалось. Просто позиция, понимаешь, с точки зрения, им не надо было об этом думать, им не надо было переобуваться, допустим, вдруг встать за эту власть, за Путина, за войну в Украину, понимаешь, потому что они ими были. Это были они естественными вот такими людьми, которыми они так себя и показали. То есть, но, в принципе, в любом случае, одна цель, самое главное, что было впереди всего, это бабло. Поэтому здесь не было бы другого бы, ни в коем случае. Только самые исключительные какие-то люди, которые сделали свой выбор. То же самое Макаревича, который взять, Гребенщикова, который взяли и уехали, понимаешь? Конечно, еще есть люди, которые также поступили честно относительно того. Ты представь, я вот за эти годы думал о том, что бы было бы со мной, если бы я там жил вдруг. Ведь жизнь могла бы быть и другой для меня, понимаешь? Ты просыпаешься с этим страшным сном вообще?
иногда. Это страшный сон. Это вот кошмарный сон, это наша песня была когда-то вот такая. Это и есть кошмарный сон, который реально думал множество раз. Просто если бы я там оказался. Ведь я же не мог бы скрыть свою точку зрения относительно чего-то, понимаешь? Потому что меня бы вынудили. Потому что я бы, скорее всего, был бы в какой-то мере, пусть, может быть, не в первом эшелоне, не в каком-то, не втором, просто Бог ее знает, что бы там было. Если даже вот так, то все равно мое публичное мнение, оно было бы необходимо, чтобы было выражено просто где-то. Меня бы где-нибудь поймали бы. И хотели бы знать все, что я думаю, на какой я стороне. Понимаешь, Крым наш, и все вот это. Понимаешь? То есть я бы был бы в этой ситуации, что бы я делал? Ты понимаешь, в моем сознании, если бы ты меня спросил тогда, когда я был мальчиком, я уже это все понимал. Я бы не мог бы никогда в жизни быть не тем, кем я и есть. Понимаешь, я не выбирал свою позицию относительно Украины, понимаешь? Если бы кто-то начал против России войну, против России, вдруг Украина, ну так просто чисто вот так возьмем откуда-то, просто понятно, что, понимаешь, это была бы совершенно другая ситуация. Но когда я понимал, что это происходило, и не могло быть иначе, как только Россия должна начать войну против кого-то. Но смотри, это же было понятно. Это просто, я говорю так, чтобы быть на стороне Украины, совсем не обязательно быть украинцем, надо просто быть человеком, который понимает, да, насколько вот это, когда ты вот даже сказал фразу, что Украина бы на кого-то напала, Украина и напала, это вообще, это Оруэлловщина. Украина никогда ни на кого не нападала. И когда они вот эту пропаганду запустили, и все типа в нее поверили, а кто не поверил, тому денег дали, и они тоже начали все так красиво жить и так далее. А скажи мне, пожалуйста, вот как ты относишься, вот знаешь, вот кем назвался, тем и будь. То есть человек должен соответствовать себе, в принципе. Ты особенно никогда общественно-политически не занимался ничем. Ты был музыкантом, всегда это и своей музыкой все это выражал. И сейчас, я думаю, одно из немногих твоих интервью, где ты говоришь на такие общественные темы, наверное. Вот. А они, типа Гремячаков, ДДТ еще, который живет в Рейхе до сих пор, постоянно что-то осуждает, так в меру, на полшишечки, да? Эти, значит, Макаревич с Гребенщиковым уехали там кто куда, не знаю, этот в Израиль, тот второй не знаю куда. Этот там виноградничек прикупил. Гребенщиков собирает, минуточку, деньги на свой новый альбом. Ребята, у вас что, денег нет в Гамбурге или в Тель-Авиве? Давайте я вам оплачу студию, правда. А потом вы дадите с концертов сбор на Сбройные силы Украины, да? Но они, несмотря на свою эту антивоенную позицию и так далее, та же Пугачева, извини за долгий вопрос, но просто я расставлю какие-то фишечки такие. Она там типа про свободу говорит, вот ее там хейтят, она там, вы все ошибаетесь и так далее. Но ни слова об Украине никогда, ни слова, ни сочувствия украинцам, ничего, ни одного слова. Все ее тут на руках носят. А что она сказала-то, по сути дела? Абстракцию, безопасную совсем для себя. Дальше. Те же самые Макаревич и Гребенщиков могли бы собирать среди бывших, и мозги бы им промыли бы заодно, среди бывших, значит, убежавших всяких там рано или поздно там из России, а русских, там россиян, считающихся, их много, их миллионы, могли собирать стадионы, например, прочищать мозги и собирать деньги на нашу армию. Вместо этого они собирают деньги на свои альбомчики, которые уже 50 уже, хватит писать альбомы, вы все уже написали, идите, выступайте, собирайте деньги нам на танки, минометы, я на все что угодно, на медицину, на что. Нет, понимаешь? Нет и нет. Вот когда Украина доходит, стоп. Они против войны, при чем тут Украина? Я же не украинский певец, понимаешь? Да, абсолютно прав. Ты знаешь, почему это происходит? Это я единственное, что могу себе увидеть, это потому что они видят себя людей, возвращающихся обратно туда, в Россию. Понимаешь? Время придет, и они должны будут туда вернуться, понимаешь? То есть они не хотят своих поклонников российских просто вдруг их взять, их и обрезать полностью, потому что против них многие посмотрят, понимаешь, на них посмотрят очень криво, если они будут все время гнать против России, что она вот такая-то и такая-то. Тем более помогать Украине. Нужно возвращаться. То есть таким образом, если они бы выразили свои какие-то поддержку полной Украине, вот так жестко, причем просто, понимаешь, открыто, с самого начала, не боясь ничего, для них это огромный риск.
вот этот риск они не хотят на Но себя брать. знаешь, То есть они против войны, но это всего лишь навсего они против войны, Да, но не за Украину. Я тебе, Валер, Понимаешь? так скажу. Вот эти люди, почему я называю вот сообщество россиян, это не этнос никакой, это сообщество антилюдей, ну, у которого совсем нет морали, чуть-чуть есть там на полшишечки и так далее. Да, вот эти люди, которые, самый большой их страх – это стать человеком. Вот стать нормальным человеком – это никогда невозможно. Потому что если ты станешь нормальным человеком, у тебя должна появиться совесть, сочувствие, ты должен помогать тем, кто страдает, ты должен быть на стороне правды. А когда у тебя на полшишечки, тут виноградничек, тут выставка работ, здесь новый альбомчик, значит, здесь интервью Дождю или кому-нибудь там еще, и все, зашибись, все прекрасно работает, да? Вот. Ну, вот такое лицемерие, что я могу сказать? Ну, я понимаю, что у тебя никого из них не осталось вообще. Ну, это такая реальность, понимаешь, в которой мы... понимаешь, я даже тебе скажу больше того. Я даже никогда не представлял, что могло бы быть по-другому. В этом смысле, что они могли бы себя повести по-другому. Понимаешь? То есть для тебя разочарований не было никаких? Не было в этом. Нет, совершенно. То есть я это предполагал и даже знал, что так будет, и так оно и есть. Я просто... Поэтому я не огорчился на эту тему. Я просто рад, что они все-таки хотя бы поступили как-то, в какой-то мере, понимаешь? Потому что, я еще раз повторюсь, но просто для них задача все равно туда вернуться. Понимаешь? Yes. Им не возвращаться в Украину. Вот в чем разница. Или в Молдову, понимаешь? И вот это величие, которое всегда продавалось российское, то есть, ну, не российское, понимаешь, что они лучшие, что они все самые прекрасные, что это все величие, вот это, оно имеет место быть, в их сознании оно живет. А все равно, несмотря на то, что они против войны. На самом деле, Валер, в искусстве останутся такие люди, как ты, и подобные люди, которые не привязаны к этому говну. А они вместе с русской культурой, они просто это не замечают. Этот «Титаник» уменьшается в размерах и когда-нибудь разобьется о снежный комочек. Вот, потому что они в себе варятся, они себя считают какими-то гуру, уже их никто и не слушает, и это все вообще идет все в никуда. Вот давай вопрос ближе к украинской. Интересно, слушаешь ли ты украинскую музыку? Кого из украинских музыкантов ты бы, как такой реальный гуру музыкальный, мог бы отметить сейчас? Ты знаешь, поскольку я из мира металла, то просто понимаешь, то есть я знаю кое-какие группы, как Игнея, к примеру, я знаю такую группу, я не знаю, слышал ли ты о них. Они, в принципе, у них есть подписан договор даже в Германии, они ездят по всему миру, гастролируют. Потом есть, я понимаю, все это контроверсия, как называется, с группой Ginger. Ginger здесь известна, но я знаю о их позиции, которые я их не поддерживаю, эту группу, в том, что каким-то образом они считали, что все не так однозначно. То есть, когда люди говорят, что неоднозначно, мы понимаем, о чем это идет речь. Значит, все. Это стерто. И я очень сожалею, что это так. Я просто знал и слушал такие группы, как они, пока не началась эта все война, вот я узнал о их позиции. Валер, не будь таким жестким ортодоксом. Давай не только металл рассмотрим. Вот. Нет, конечно. Вакарчука слушал, Кен Эльзи, конечно. Понимаешь, мне нравилось исполнение, вот чистота этой музыки, в том смысле, как она вот звучала, и я их с удовольствием, я считал ее прекрасной, интересной группой в плане музыкальном и исполнительском, просто, понимаешь, и вот такие вот, такой жанр меня привлекал. Я знаю, что есть огромное количество музыкантов, с которыми я тебе хочу сказать еще помимо всего того, что я тоже очень часто выхожу на стримах с украинскими музыкантами, и мы тоже собираем донаты. Я являюсь одним из тех людей, которые участвуют. Это есть такой Rock Siege Club, который проводит вот это... Они, как-то... предложили мне быть участником этого проекта, и мы делаем такие живые стримы, в котором собираем донаты для ВСУ. И я очень рад, что я на это подписался, несмотря на то, что он не имеет такой огромный резонанс, как бы мне хотелось бы. Просто, то есть и у нас нету такого огромного количества публики, подписчиков у канала, скажем. Но я рад, что мы это делаем, потому что самое главное из этого
это то, что мы объединились, группа музыкантов из Украины, я в том числе, и мы делаем какие-то вещи. Я знаю, что ты смотрел, по-моему, последнюю наш один из треков, там это «Дальний свет». Это песня старая Круиза, мы решили сделать ее «Дальний светлое». Светло. Вот. И еще более того, мы сделали 5 или 6 коллабораций музыкальных. И мне показалось, что в этом самое главное то, что мы, объединившись вместе, мы как-то подняли какой-то дух внутренних этих людей, которых просто в период войны настолько им все тяжело. Я просто все время думал, я-то здесь, я живу так, как я жил всегда. А для ребят жизнь изменилась вот в таком ракурсе. Но у нас война. многие, во-первых, спасибо каждому, передай все, кто поддерживает ваш проект. Спасибо за помощь вооруженным силам Украины. Вот, это в том числе и наше подразделение, 48-й окремый штурмовой батальон, которому тоже люди помогают со всего мира, и вы помогаете разным другим подразделениям. Это все очень важно. В армии всего всегда будет не хватать, когда ты воюешь с такой зверской, огромной территорией и Абсолютно. с такими ресурсами. Продолжайте, не опускайте руки. Война не заканчивается, мягко говоря, но это все разумные люди понимают, а до менее таких, что ли, вовлеченных, такие люди, как ты, способны это донести. Скажи, пожалуйста... Ты знаешь, меня многие спрашивали, извини, что я просто буквально несколько слов, меня многие спрашивали: Валера, зачем ты это делаешь? Валера, зачем ты это делаешь? Там у вас там не особо смотрят и так далее. Ты знаешь, я делаю это прежде всего для этих конкретных людей, даже просто если это для них, для этих музыкантов, для того, чтобы они могли почувствовать себя, что они еще являются музыкантами, и они вот способны на то, что вот мы... записали всю эту музыку вместе и исполняем. И мне кажется, что поддерживать даже их дух, это очень важно сегодня. Даже если мы не собрали такое огромное количество денег реальных, которые это помогло бы. Но, в принципе, даже вот такая поддержка, она тоже важна. Поэтому очень многие музыканты, я просто хочу сказать последние слова относительно этого, что они находятся в удручающем состоянии, понимаешь? Их дух, их вообще, жизнь в целом. Учитывая, что сейчас война, у них работы нет, концертов нет, особо, понимаешь, очень тяжело им живется. Ну, смотри, для меня это честь, что я являюсь участником этого всего. Нет, ты правильно все делаешь, ты очень добрый человек, но если честно, я ребятам из Украины хочу сказать, что падать духом на фоне собственной армии, это как-то вообще не по-нормальному. Не падайте духом, вот, держитесь друг за друга, помогайте своей армии. У меня же такая песня была. Да, падать духом для музыканта, тем более для рокера, это вообще какой-то ужас. Вот. А многие музыканты, как вот, пожалуйста, у нас Андрей Хлывнюк, он сейчас в Польше, у него гастроли сейчас, да, значит, он вообще воюет, он в аэроразведке, он реально отправляет на концерт Кобзону потомков этого всего, да, выродков. Потом у него концерты, потом он опять возвращается к боевой работе, потом опять концерты, и так много раз было. И люди ходят, и с их выступления они и донаты отправляют и так далее. Там Козак Систем группа, одна из моих любимых, да, тоже, они дали уже 200 с лишним концертов по Украине, они собирают постоянно на дроны, на дроны они собирают в основном, да, на мавики, вот эти, да, разведывательные, ударные всякие разные, да, низкий им поклон. Очень много людей. Джамала собрала более 100 миллионов евро для Украины. По путешествию по всему миру, ее Байден потом в итоге пригласил с супругой, лично пригласил в Белый дом, видя просто масштаб этого явления. Кстати, захочешь познакомиться, когда-нибудь приедешь, я вас познакомлю. Она очень прекрасный, замечательный человек, кроме того, музыкант. Сейчас номинируется на Грэмми, кстати говоря. Вот где-то у вас там, наверное, будет. Вот, может быть, дай бог. Да. Вот. И, может быть, у тебя возникнет идея приехать в Киев своими какими-то связями дружескими. Я смогу тебя с кем-то свести, потому что я думаю, и для тебя честь сыграть с украинскими музыкантами, и для них честь сыграть с таким музыкантом, как ты. Это для любого музыканта верно. Абсолютно. Я даже не сомневаюсь в том, что это случится. Это обязательно будет. Я обязательно приеду. Обязательно мы увидимся. Во-первых, я очень рад нашему знакомству, что мы вот сегодня его наконец-то реализовали как личное знакомство, несмотря на то, что ты в Киеве, я в Лос-Анджелесе. Понимаешь, все равно это личное знакомство, я считаю, поэтому очень приятно. Я думаю, что у нас еще будет в дальнейшем много... Мы увидимся во всех случаях. Вот по меньшей мере мы увидимся. Я надеюсь. Да. Я когда-то мечтал получить твой автограф. Привези тогда на каком-нибудь клочке бумаги. Я в курсе, кстати. Или на руке распишешься, как тогда было.
Ты знаешь, есть два варианта на это дело. То есть я смогу приехать когда-то и это сделать реально. Я могу тебе послать этот автограф, поэтому можно и так его решить до того дня еще, чтобы... Окей. Кстати, если захочешь, если у тебя будет какой-то лот, например, какой-то диск старый, который можно в рамочку запаковать с автографом, с фотографией, мы можем на аукцион его поставить и для батальона продать с аукциона, вот, с Аркашей Бабченко там, или как-то организовать. То есть, если придумаешь... Вот как раз такие вещи, как раз эти ребята, с которыми я работаю, они как раз такие... Вот если, ребята молодцы, туда много альбомов. Смотри, но ты действительно известный музыкант, и любые твои лоты, если вдруг что-то на думку спаде, ты скажи, мы будем очень благодарны, потому что люди разные. Да. Вот мне просто приносят Абсолютно, художники что-то, мастера там резкие по дереву, там, и твои лоты, там, это все идет на армию, нам сейчас это все очень нужно, знаешь? Ну, с самым большим удовольствием это сделаю. Хорошо. Вот. У нас 5 минут ровно остается, и эти 5 минут вот прям ровно ровно сколько там у тебя времени, в 8 утра наш эфир прекратится. Так устроено жестокое телевидение, прямое эфирное. Поэтому вот что ты успеешь до того момента сказать, поделиться тем, что сейчас занимаешься. Я не задал традиционного вопроса, каковы ваши творческие планы. Да. Вот это, да? Вот тебе 5 минут, и делай, что хочешь. Хочешь что-то сыграй, хочешь что-то расскажи, хочешь к кому-то обратись. А потом просто программа закончится, и я запомню это интервью на всю жизнь. Так. Окей. Ну, спасибо. Ну, во-первых, если говорить обо мне, я, в принципе, за последние 2 года, как уже почти война идет, моя жизнь изменилась очень, серьезно изменилась, потому что я впервые просто почувствовал себя, что я становлюсь важным в выражении своего собственного мнения относительно и позиции своей. Оно у меня всегда исходило из моей головы, из моего сердца, из моих глаз, ушей, от того, что я видел, то, каким человеком я вырос. Я на основе этого никогда не мог бы иметь другую позицию относительно того, что сейчас происходит в Украине. Я решил, что важно мне участвовать в чем-то, чтобы мой голос был услышан хоть в какой-то мере, для того, что в том смысле, что я поддерживаю Украину. Я с Украиной, и для меня это очень важный момент, и я этому отдал очень много для того, чтобы это выразить. Оно выражается, конечно, и в музыке, в том, что в сотрудничестве с разными людьми, в поддержку Украины. Мы даже здесь, в Америке, организовывали большие мероприятия, концерты, на которые собирали донаты с моими большими друзьями, которые просто в разных городах Америки. Особенно в начале это нам легко удавалось делать, поэтому я помню один из таких концертов, на котором мы собрали около 30 тысяч $, которые были отправлены в помощь. Вот. Дальше я продолжаю заниматься музыкой, разумеется. Я написал такую песню, как «Маки красный», которая была... Эта песня была написана и обращена к россиянам. Я очень вам всем порекомендую, кто еще не смотрел, не видел, зайдите на мой канал Валгаина, вы сможете послушать эту песню. Потом у нас был такой проект, который назывался «Антиорки». «Антиорки» — такая сатира антивоенная по поводу России. Вот можно... Это трек такой, я бы не назвал его, что он самый роковый, но он такой хип-хоп смесь с роком, что ли. Но главное, что мы там выразили свою точку зрения относительно того происходящего. Далее мы выпустили песню «Дальний свет», украинскую версию. Если вы зайдете на мой канал, вы ознакомитесь с моим еще и другим творчеством, песни на английском языке, которые я до сих пор пишу. Разумеется, поскольку моя деятельность, я являюсь музыкальным продюсером, прежде всего работаю тут со своими клиентами, которые ко мне приходят, чтобы я им помогал становиться артистами, музыкантами и так далее. Вот. В этом смысле я не всегда могу заниматься только своим собственным творчеством, к сожалению, но
мне эта работа очень нравится, я очень это люблю, я, слава богу, что я этим занимаюсь, я счастливый человек в этом смысле, что у меня есть эта возможность, у меня есть моя своя собственная студия, в которой я сижу и просто занимаюсь вот этими всеми делами. Поэтому я себя считаю счастливым человеком, но буду еще более счастливым, когда дождемся вот дня, когда Украина победит. Я жду скорейшей победы Украины, и для меня вот это, в принципе, является как бы одним из главных моментов в моем, так сказать, дальнейшем или существовании, потому что это на самом деле то, что мне сильно как бы изменило мою жизнь. Я просто никогда не занимался ни политикой, не участвовал в особых вещах, я просто занимался музыкой, я выражал все через Дякую музыку. Я тобі. писал какие-то песни. Валера, дякую тобі. Все. Дякую.